24 hours later, this is 24 часа спустя вода становится. And this is 24 hours, not even 24 hours. We made it last year Вот. in a couple of hours. Это через пару часов, даже не 24. And it's the same amount of waste. Одно и то же количество отходов в воде. So here you see it makes big Вы parts. видите, что он образует крупные частицы. Especially the big parts you see here, that's where the product is. And it will make bigger parts of all the waste. В банке, в которой используется это вещество, образуются более крупные хлопья. And one of the special things of the flocculant, because Одна из особенностей этих флокулантов for pools it is a very standard product. Для прудов это достаточно стандартный продукт. But the problem is, Для бассейнов это достаточно стандартный продукт. but with fish you cannot use a flocculant that is positively charged Но для рыб вы не можете использовать флокулянт, который положительно заряжен, because it will block the gills of the fish. потому что он заблокирует жабры у рыб. They cover it and then they cannot Он breathe. покроет их, они не смогут дышать. This flocculant is negatively charged, Этот флокулянт заряжен отрицательно, and the reason it still works because all the и waste, причина, по которой он работает, the waste is also negatively charged. это заключается в том, что все отходы, они тоже So отрицательно it заряжены. should not work. И поэтому он не должен был бы работать. But the Ponzinger uses calcium in the water, И Понзингер использует кальций из воды. and the calcium has two pluses. И, C как вы plus знаете, plus. ион кальция положительно заряжен, 2+. So one of the two goes to the Один Ponzinger, из двух идет, присоединяется к Понзингеру, and the other is still there, и второй остается. and that will take the waste. И он как раз притягивает к себе отходы. So you see how fast it works. И видите, как быстро он работает. I just shoot the bottle, and, Я только что встряхнул бутылку, and you see much bigger и parts. вы видите гораздо большие частицы. Where in this one it is Когда, very, very здесь они small. очень-очень маленькие. So for ponds it has two big advantages. И для прудов здесь два больших преимущества. It will make the water much more clear, Вода становится более чистой и прозрачной, and it will reduce phosphate. и уменьшается количество фосфатов. And phosphates is, for instance, 1 gram of phosphor И 1 грамм фосфатов can make 100 gram algae. способствует росту около 100 граммов водорослей. And I don't know if you ever take out string algae. Не знаю, как приходилось вам вытаскивать эти водоросли из прудов, But if you take it out of water, it's heavy because water is inside. но если вы это делали, то вы знаете, что они очень тяжелые, потому что внутри них находится вода. But if you dry it in the sun, И если вы высушите их на солнце, it weighs less than paper. It's nothing. они весят меньше, чем бумага. So 100 gram of algae is a lot of algae. Поэтому 100 граммов водорослей – это очень много водорослей. So and Ponzinger can take 75 to 85% Понзингер может удалить из воды от 75 до 85% of the phosphate фосфатов, out. которые в ней содержатся. And we have two versions. Ponzinger is a small block, А понзингер – это такой небольшой блок, up to 45,000 liters. обрабатывающий до 45 тысяч литров. And the mini pond block, Мини-понт блок it can do 400,000. может обрабатывать до 400 тысяч литров. And the reason they call it mini is there's also a pond block Причина, по которой они называют его мини, заключается в том, что еще есть другой понт-блок for 4 million liters. для 4 миллионов литров. But so we say we can sell 10 small ones. And Поэтому мы можем продать 10 больших 4 million. вместо одного, у нас 4 миллиона. this is a very nice example of what phosphate can do for a pond. Вот очень хороший пример того, что фосфаты могут сделать с прудом. This is duckweed. Quack, quack. Это утиный пруд. The floating, it's plants, real plants. Это какие-то растения. Вязка. Okay, it's not algae, Это не it's водоросли. duckweed, it's a plant. Yeah. And since they have the roots in the water, И корни находятся в воде, they feed with the food in the water, и питание для этих корней находится в воде, like algae. как и для водорослей. And here they, in almost 2 months, Это через почти 2 месяца. they use the big pump
Они использовали большой насос with a lot of the pond blocks с большим количеством помп-блок and pumped the water around. и вращали воду вокруг. Because the pond block, it will slowly dissolve into water. Потому что помп-блок постепенно медленно растворяется And then the phosphate в is воде. capsuled. И когда фосфаты захватываются It goes to the bottom. и оседают на дно, And then the phosphate level goes so much down и поэтому уровень фосфатов опускается, that the duckweed doesn't have enough и food. тогда ряска не может уже расти, потому что нет для нее питания в воде. So it's not killed by poison, То есть ее не убивают, it а disappears лишают питания, It она disappears. исчезает, because there's no food. потому что нет еды. So here you see two things. One is turbidity level, Это уровень мутности воды, and turbidity is measured in NTU, which is the visibility of the water. она отвечает, уровень мутности показывает прозрачность воды, This is close to 500 NTU, это где-то or 500, probably maybe 1000, but still или может very быть dirty. 1000, ну очень грязная. And one is like drinking water. This is Один probably уровень, который равен единице, This is это close. примерно уровень питьевой воды. to 10. It's still not, Это вот близко к 10. but you can look through it again. In only a few minutes it has settled down. Через So несколько минут она опять осядет, даже если вы the стерпите. difference between Вы before можете and видеть after. разницу very, до very big. использования этого препарата и после. Phosphate, Уровень фосфата 0.26 milligram, 0,26 мг 0.06 и milligram. 0,06 тысячных после использования. But for phosphate, it must be below 0.03 to have no algae at all. Но для фосфатов уровень ниже 0,03 способствует исчезновению. But for instance, the duckweed will disappear. Например, ряска исчезнет точно. So in order to dissolve the pond block, Чтобы растворить помп-блок, you can use aeration вы можете использовать аэратор and with a floating ball. с плавающим клапаном, So поплавком. the bubbles will travel and the water will go up. Пузырьки будут перемещаться, и So you вода have будет перемещаться. circulation around the block. Будет циркуляция внутри блока. And then it can take a couple of months before it's totally gone. Ну и через пару месяцев полностью растворится. You have a sample here of У the, вас есть образцы здесь? but it looks like it's a sort of gel. Он выглядит как гель. It smells very acidy, but it's this one has been out for a longer time. Now it's hard, but it Он starts очень soft. твердый, но на самом деле он мягкий. But when it is in the water, Когда он находится it в will воде, become a gel, он становится гелем, very slippery, очень липким. and it's like slime dissolving in the water. В общем, он липкий и распространяется по воде. You can compare it to soap. Как So мыльный. Как мыло. the more you use it with water, the Чем smaller. больше вы используете его it с водой, тем меньше он But now it's hard. становится. Maybe I show you this one. This is soft. Это большой образец, это на 400 тысяч, который мини-лог. So the log has the rope, so you can connect На it, нем есть веревка, вы можете присоединить его, and it's a biological degradable и, rope. и веревка биологически разлагаемая. It will be gone in a few months. Она растворится через несколько месяцев. Another way of using it is below Еще один способ использовать его, fountain, floating fountain, это в плавающем фонтане, because it takes in the water all the time, потому что вода собирается so you have the постоянно, circulation also. и циркуляция, And then it spreads out the pond log in the с water. помощью циркуляции, да, и фонтан он распространяется по всему периметру. Another way of using it is much easier. Next one. You can put it in a waterfall. Также вы можете использовать его в потоке. If you have a waterfall, you can put one or two or more. Если у вас есть поток, ручья, And then ручей, the flow of the water, of course, will take care of то поток воды как раз это заботится о необходимых свойствах the воды, solving. Yeah. о его растворении.
Here is a very nice example Вот of очень хороший пример what happened in a koi pond in того, что America. происходило в пруду для карпов в Америке. Because they have this typical brown red clay in the bottom. Здесь была вот типичная рыжая глина на дне пруда. And nearby this pond was a building of a new house. А неподалеку от этого пруда было строительство дома, They were digging in the ground, и они копали землю, and they had a heavy rainstorm. и у них был очень сильный ливень, And it turned this pond into что total. превратило этот пруд в грязь. It was totally unvisible. Yeah, you could not see 1 Он centimeter. был полностью непрозрачен, And it's also dangerous for fish и это очень опасно для рыбы, because there's so much dissolved потому material in the что water. очень большое количество растворенного в воде вещества, глины, это очень плохо сказывается на здоровье рыбы. Oh, this is not the right. What is? This is 1 day later. Это через день. There is also a picture 2 days later. No, this is different one. But it doesn't matter. I can show you that. But in 2 days, it's the same as here. Тут нет этой картинки, к сожалению, но вот Day через one. 2 дня, первый Day день грязная вода и день третий So it was чистая вода. really clear in 3 days. Вода была на самом деле чистая через 3 дня. Maybe we can show you this Мы also. можем показать вам, вы можете сами посмотреть. Эти бутылка в ровно год. Gives you something to do. Yeah, this is another pond, but doesn't matter. This was an example where there were a lot of algae in the pond, Это пример с большим количеством водорослей в пруду. a lot of floating parts of Очень algae, много плавающих частей водорослей, and they also disappeared. и они тоже пропали. Исчезли. Another very effective way of dissolving the pond log Еще один очень хороший способ растворения подблок is this oxygen pump that we have. – это использование насоса Экомак. This is only a circulation pump. Он просто обеспечивает циркуляцию. It must be in shallow water, up to 30 to 60 Он centimeters deep. должен быть расположен на мелководье, It takes in a lot of water, в него поступает вода, and it has a pipe и у него есть трубка, above the water level. которая выходит за уровень воды, And because you pump out a lot of water, потому что вы пропускаете через It него sucks. большое количество воды, it sucks in the air, он засасывает Like Venturi. воздух, like Venturi. как And- турбовентура, And как турбовентуре. when the flowing water is coming out, Вода выходит, you can connect the pond logs вы можете подсоединить понт-блок in the water stream, в поток воды, and it will dissolve. и она будет, вещество будет растворяться. But you also create aeration and circulation in the water. И да, таким образом вы также создаете аэрацию и циркуляцию воды внутри. So it's a very effective way of moving water. Это очень эффективный способ заставить воду двигаться. Another application which we can use in a closed system, when there Еще is, одно использование в закрытых системах, like a koi pond, например, пруд для карпов кои, when there is no waterfall, когда нет ни потока воды, ни водопадов. we have this filter. У нас есть фильтр. Normally it's used before the pump Обычно он стоит до насоса for big waste, для больших частиц отходов. but we can use it also as a cartridge filter Но мы также его можем использовать в качестве картриджного фильтра. and put the small parts, like the small parts. They are exactly the size, so you can put them inside this. И вы можете filter. положить внутрь этого фильтра эти And части, then the flow of the system и тогда система, will take care of the dissolving. поток воды в системе будет заботиться о растворении. So this can be easily connected to the И вы existing легко system можете подсоединить к существующей системе. with PVC or with hose. Фитинги, которые сделаны из ПВХ. And then you put the sorry? Oh, yeah. Hello. I'm not used to it. You can.
here you can put Внутрь вы можете the mini locks. положить мини-понт-логи, Ponzinger. конзингер. Yeah. So like this, you can put them in. Without plastic. And then the water will dissolve И the. тогда вода будет растворять. But you have to take the plastic off. Но, естественно, нужно вынуть из пакета. And a good part about using the Ponzinger По поводу использования понзингер, is that all the organic stuff бесорганические can, органические отходы, bacteria can still eat the organic waste. бактерии могут питаться этими So it's a very nice органическими остатками. combination. Поэтому хорошая идея комбинировать эти два метода. Okay. Something totally different is the Aquaforta heat pumps. Тепловой насос Aquaforta. So we go into technical stuff now. Сейчас мы... Можно вопрос? Применение Понзингера, есть применение Понзингера опыт в рыбных хозяйствах? Do you have experience of Ponzinger usage in fish farms? Yeah, that's a good question. We introduced the pond log last week to a В Belgian прошлой неделе мы разместили понт-лог to a Belgian sturgeon farm в бельгийском рыбном хозяйстве for caviar. для производства икры, разведения стерляди, And икры стерляди. they will experiment with the pond log for the sturgeon because they have a problem with the visibility in the water. У них была проблема с прозрачностью воды, и And они since the использовали понзингер. sturgeons are kept for 10 years Стерлядь они разводят около 10 лет. and they need to see the behavior of the fish. And they want to see the fish behavior И они хотят наблюдать за поведением рыб. because it tells much more about the water quality than the tests. And when you cannot see the fish in the water too deep because the water is not clear, И в случае, если они не видят рыб в воде на глубине, потому что вода недостаточно чистая, they are now testing the pond log to see if it will bring они down the waste. помещают туда понт-лог в And воду, they use 40 micron чтобы отделить drum filters. отходы. 40 micron, Используют фильтр до 40 микрон. but it's not enough because the water is Но deep этого было недостаточно, and there's still too much waste because потому the что на глубине все равно находилось достаточно большое количество sturgeon waste is also like dust. мелких пылеобразных Very отходов. fine. Был барабанный фильтр 40 микрон, да? They have 40 micron drum filter. У них стоял But it's not дровый enough. фильтр на 40 микрон, но его было недостаточно. It's not enough for the visibility. So the waste, Недостаточно для видимости. also the fish waste, the sturgeon waste, А также отходы деятельности рыб, is very small. они очень мелкие. So it circulates around, even И with the drum filter. It они goes through the drum filter. проходили через этот барабанный фильтр, And they want to improve the water clarity. и хотелось улучшить качество воды и прозрачность. So I hope to have some results in a few weeks. И я надеюсь получить результаты через несколько недель. Yeah. Но какие-то предварительные результаты Do you есть? have any preliminary results? Sorry? Do they have any preliminary results? No. They only use it. They start using it last week. So Они начали использовать только на прошлой неделе. Но вы нас информируете, да? Will you inform us? yes, I will. Конечно. Yeah. Of course, the product has been tested for fish. It is 100% fish safe. Конечно, этот продукт подходит на 100% для использования с рыбами But of course, the и fish farm сертифицирован. will test before they will do small tests first to see if it's really. И, Because, конечно, он прошел тестирование because you can до imagine использования. if they keep the fish for 10 years,
Вы можете представить, если они разводят рыбу 10 They лет, don't want any risks. они не хотят никаких рисков. It's not like consumption fish. Это не They only рыба, have a grow-out period of a few months, and then they go to the slaughter. это не рыба для использования. So you can afford to lose a few fish now and then, but for И они sturgeon, могут позволить себе потерю рыбы. but for caviar, you cannot lose a fish that has been kept И for 10 они years. едят, а она используется для производства икры. That's a big investment. Это большая инвестиция. Okay, aquaforte heat pumps. Итак, тепловые насосы Aquaforte. Heat pumps are used for pools and ponds. Они используются как для прудов, так и для бассейнов. In the summer, we use them for heating the swimming pool. А летом они используются для нагревания воды в плавательных бассейнах. But in Europe, it's also very popular to use them in winter А в Европе их также популярно использовать и зимой. to not heat the water, but to keep the water at a stable temperature. А не для нагрева, не для нагревания воды, а для сохранения постоянной ее температуры. Let's say 6, 7, 8 degrees, Например, 6, 7, 8 градусов. depending on how cold it В is. зависимости от того, как холодно на улице. They can work up to minus 10 degrees, Они могут работать до минус 10 градусов. and in Holland that's cold. И что в Голландии считается достаточно холодно. For you it's spring. Для нас это весна. No, but I mean it's below minus 10 you cannot use it. Если температура ниже минус 10, то вы не можете их использовать. But minus 10 is still okay because many other heat pumps cannot be used below 10 degrees. Но на самом деле это очень хороший показатель, потому что большинство насосов нельзя использовать ниже плюс 10 градусов. The operating principle, I will be very brief in this. I don't know if Я коротко расскажу о принципе действия. you know how an air conditioning system works. Наверное, вы знаете, как работает система кондиционирования. This is exact the reversed effect. Это система, в принципе, это работа этой системы обратной. Technology is the same. Технологии те же, Only an air cold blows out the warm air and uses the cold air. только наоборот, система впускает в себя холодный воздух и выпускает горячий. And we do the same reverse. We use the warmth and we blow out cold air. А кондиционеры делают наоборот. So there is a gas inside, freon, Внутри находится газ фреон, and freon will already evaporate, boil и он испаряется, кипит at like minus 10 degrees. при минус 10 градусов. So that means that the gas becomes, the liquid becomes a gas, sorry, Жидкость становится газом, and when the gas goes through the evaporator, и после того, как он проходит the gas will expand, выпариватель, он расширяется, and then it will become warm. и тогда он становится теплым. Then the compressor will make the warm gas into high pressure gas, Затем компрессор превращает теплый газ в газ с высоким давлением, and then it goes through a condenser, so it и идет дальше в конденсатор, becomes liquid again. и становится жидким снова. But the heat that you have Но created тепло, которое вы создали, is used for the water, оно for используется для the heat exchanger. теплообменника. So this is our pool and pond water, Здесь проходит вода, and the heat you create is used to тепло, warm the которое water. вы создали, оно используется для нагрева этой воды. After that, an После expansion этого valve will bring it down to low pressure. Специальный клапан, расширительный клапан возвращает жидкий газ обратно в систему. This is a continuous process. И это процесс непрерывный. And the good part about the heat pump, compared to one more, the other way, to the right. One more. Yeah. The good part compared to electric heating, which is very popular to heat the water, Хорошая новость это то, что в сравнении с электрическим обогревом is that you have a COP factor of 5.5. That means you put in 1 kilowatt, you get back 5.5 kilowatt. Если вы используете 1 киловатт, то получаете обратно на выходе 5,5 киловатт. Only this factor you can only reach in the summer when it's 20-25 degrees outside Этих цифр можно достичь только летом, когда температура окружающего воздуха около 25 and you want to градусов. heat pool water. И вы хотите нагреть воду в пруду. But even with low temperatures,
Но даже при низких температурах we can still have a factor of 2 or 3. вы можете на выходе иметь 2 и 3 киловатта тепла. So it's always cheaper than standard electric heaters. It's always cheaper than a heater. If I, И он всегда будет дешевле, чем нагреватель, standard стандартный electric heater. электрический нагреватель. it uses 1 kilowatt, Потому что он использует только 1 киловатт it gives 1 энергии kilowatt. и выдает 1 киловатт. This one uses 1 kilowatt to operate it, but it gives you 2 or 3 kilowatt back. И в случае теплового насоса он выдает вам на выходе в любом случае больше тепла, чем он использовал. So it's very efficient. Поэтому его использовать очень эффективно. It saves you a lot of energy. Он экономит вам большое количество электроэнергии. Furthermore, it has a flow switch. Более того, у него есть режим переключения. And most other brands use a pressure switch. Большинство насосов имеет переключатель давления. And it means that the unit needs pressure in order to operate. Соответственно, это означает, что блок нуждается в специальном давлении, чтобы переключаться. But in the ponds, we have low pressure pumps, very low pressure. Но в прудах у нас насосы низкого давления, очень низкого. So with this type of pump, it could not work. Например, с этим типом насоса он не будет работать. But this one has a flow switch. Но у теплового насоса есть переключатель. And the lowest amount of flow will already start it. И даже при минимальном давлении потока воды он начнет работать. So there's no pressure loss in the system. Поэтому не будет никаких сбоев давления в You can системе. really operate it with a very, very small, low Поэтому он на pressure. самом деле будет работать с самым с насосом самого низкого давления воды. Compared to other heat pumps, it also is very low in noise. В сравнении с другими тепловыми насосами он также отличается низким уровнем шума. And that really makes a few dB in difference, and that's a lot in noise. И разница составляет несколько децибел, что очень ощутимо на слух. Especially if you use it in the garden for heating a pool. Особенно если вы используете в саду, It's a big ventilator, и есть еще большой вентилятор, and it makes a lot of noise normally, который обычно создает много шума. but those are quite silent. Но этот насос достаточно тих. They have a plastic ABS house, Кожух сделан из пластика. ABS, and normally it's powder coated steel, Обычно он делается из покрытой стали, but it will rust. но он в таком случае будет ржаветь. So this will look much better А after это a few гораздо years. лучше, особенно через несколько лет. In case you are keeping fish or you want cold water, you can also use it to cool down the water. В случае, если вы хотите сделать воду для рыб более прохладной, вы можете использовать охлаждающие свойства. For instance, there are fish that cannot allow higher temperatures than, let's say, 25 degrees. Например, для рыб, которые не Then you need to выдерживают chill the water. температуру, скажем, 25 градусов, Or if you можете have охладить воду. lobster tanks, lobster tanks, Или если вы используете like in a restaurant, специальные they have резервуары для fresh лобстеров, lobster, для свежих лобстеров, it needs to be like 7 degrees. температура должна быть около 7 градусов. So then you need to chill the water. И поэтому должны охлаждать воду. Otherwise it will be the same as the room temperature. Иначе температура будет такая же, как температура воды, температура воздуха. This means we have coffee break. Okay, we continue with the presentation. Мы продолжим нашу презентацию. For 2014, we have a lot of new products we want to show you. В 2014 году у нас появились много новых продуктов, которые мы хотим вам показать. First of all, there is the automatic feeder. Во-первых, это автоматическая кормушка. Very interesting price feeder, very low price compared to other feeders. В сравнении с другими автоматическими кормушками она достаточно дешевая. And the nice part is you can run it on batteries or on AC power. И вы можете использовать как сетевой вариант, так и вариант на батарейках. And the adapter is already included. И батареи включены в комплект продажи. So the batteries are not included. You can use 4 LR40, the big batteries.
Адаптер включен, а батареи не включены в комплект. And it can run on a 12-volt battery, adapter, so it's safe with water. And it has 12-вольтный трансформатор можно использовать с водой. 5-meter cable. И 5-метровый кабель. The feeder can feed up to 6 times per day. Кормушка может давать корм до 6 раз в день. And every time can be different amount of food. И каждый раз количество еды может варьироваться. And also it has a button that you want extra food. You can push И the также button. есть кнопка, если вам нужна дополнительная доза пищи, то можно ее нажать. And it will give automatically one extra И portion. автоматически аппарат выдаст дополнительную порцию. But of course you can also decide. And it has about 5-liter capacity. 5-liter capacity. Вместимость 5 литров. Is there any possibility to make it bigger? No. No, it's not professional feeder. Это не для профессионального It's использования. purely goldfish, koi feeder, not for Это для aquaculture. золотых рыбок, карпов. Okay, next slide. The exterior Flomatic for bead filters. Фильтр с гранулированным наполнителем. I told you with the picture of the Ultratronic, we have an automatic cleaning system for Ultrabead. Я показывала вам автоматическую систему очистки ультрабит. This one fits on any brand of bead filter. И эта система может быть подключена к любому гусеничному фильтру. Because it has special fittings that you can move, Есть специальные фитинги, которые можно передвигать. so you can make the distance for И any вы type можете сделать расстояние любого типа, of filter. для подходящего для любого фильтра. And it will remove the 6-way valve. И здесь вы придется убрать шестиступенчатый переключатель So the traditional valve, и 6-way valve, заменить его на традиционный. is gone. И шестиступенчатый не будет использоваться. It has a connection with the blower, the same as the... Также здесь есть подсоединение для аэратора And it has a touchscreen controller. и контроллер с тачскрином, Next slide. сенсорным управлением. So wait, I have to... So this one can replace the traditional valve. Этот может заменить традиционный But it's in fact it is a bypass. На самом деле здесь система обратного, But it's an automatic bypass. но он совершается в данном случае автоматически. So the normal manual valves are replaced by 3-way valves, automatic valves. Обычные ручные заслонки заменяются автоматическими трехклапанными. And a big advantage of that is that you have a lot less pressure loss. Преимущество этого в том, что давление может быть гораздо ниже. And with the controller, you can decide how long the filter should clean. И с помощью контроллера вы можете определить, The big backwash решить и установить время для промывки, with the для blower очистки, and with water. для воды. So all the steps that we did here as a manual, Все, что мы делали You can- здесь, все этапы вручную, теперь можно сделать автоматически. yeah. Also, it has a special Blue Eco function. Также здесь есть специальная функция Blue Eco. So if you have a Blue Eco pump,
You can tell the pump that it will run on a very low energy level for Если вы filtration. используете насос Blue Eco, то вы можете настроить так, что давление будет очень низким. So let's say if you want to clean the filter 5 minutes in a week, И если вы хотите очищать фильтр в течение 5 минут в неделю, the rest of the time it can run on a very low level. оставшееся время он может находиться в позиции очень низкого So you давления. save a lot of energy. Таким образом вы экономите большое количество энергии. Only during the backwash, И только во время обратной промывки the controller will switch the Blue контроллер Eco to high speed, переключит Blue Eco на высокую скорость, and then it will give a very strong backwash. и тогда будет очень сильный обратный промыв. But after that, in filtration, it goes down again. После этого в процессе фильтрации скорость и давление упадет. So it will give you, let's say, half the energy consumption you normally have during filtration, which is Соответственно, потребление будет где-то в половину уменьшено. and only during backwash, a couple of minutes, И только во время обратной промывки в течение пары минут it uses high speed. скорость будет высокой. So here you can see what happens with the bypass. Здесь вы можете посмотреть, что происходит в процессе обратной промывки. So you see 1, 2, 3, 4 three-way valves. Вы видите 4 трехклапанных трубы. So in filtration mode, filter mode, В water goes режиме in фильтрации вода идет вот так. and out. So in one straight line, water goes in Она входит и and выходит. out. And when the backwash starts, and И you когда включается обратная промывка, can program it for interval between 1 day and 2 weeks. вы можете запрограммировать этот процесс в интервале от нескольких дней до нескольких недель. It can clean every 3 days, every 7 Например, days. вы можете очищать раз в 3 дня, раз в 7 дней, раз в 2 недели. But then it starts backwashing automatically. И тогда тогда промывка обратная включается автоматически. So when that happens, it stops the pump Что происходит? Он останавливает насос and it switches this valve. и включает этот клапан. So normally this water goes back to the pump, Обычно вода идет в этом направлении к насосу, but then this valve is opened, also this valve is opened, а во втором случае And we blow in the открываются эти два клапана, и вода идет вот так. so the blower starts blowing the air in, we start shaking the beads, Туда впадает воздух и начинает вращаться, встряхиваться гранулы. and the water and the air go out two И ways. вода и воздух выходят двумя способами. Okay, next slide. Then for backwash, Затем для обратной промывки the water should come in from the top, вода должна поступать сверху, but the pump is connected in the lower inlet. а насос подключен к нижнему So this valve normally забору. opens this way, is then И closed, таким образом открывается This way? дорога сюда, и so the water cannot вода go in, может it has to не travel может up, идти, и она поднимается наверх. and it comes in the top, Заходит в фильтр сверху, and it goes out in и the bottom, выходит ко дну и to the поднимается наверх, на выход, на сток. so we can do it without the six-way valve. Мы можем делать это с помощью переключения этих клапанов. Last step before we go back to filter is rinse. Последняя ступень – это промывка. Water comes in the normal way, Вода поступает нормальным but способом, goes out two ways, но выходит в сточный, в сток. and then we go back to filter. И затем обратно в фильтр. And this is done automatically. И это все делается автоматически. А компрессор остается? Да. Sorry? Воздушный компрессор. This Воздушная is полоса. included, eh? It's, Да, Да, да. это тоже включено. На схеме you use the same one, eh? Используется тот же самый компрессор. So this one goes to the new one. Этот заменяется на новый. И еще один вопрос. А на турбовортекс нет, если они впали с турбовортексом работают? Автоматик. Then the turbo vortex will not clean automatically, but Турбовортекс не будет очищать автоматически, we can make automatic valves for that too. But но мы not, можем сделать автоматический not this сток. system. You need a Тут система separate. немножко другого, не такого типа. There's a separate. You need to change the valves of the turbo vortex for automatic valves too. Вам придется заменить клапан на турбовортексе на автоматический. But it's not a standard system. А, Но ну, это то не есть стандартная система.
А мы вариант есть, да, замены? There is a change. Замены клапана. Yeah, yeah, yeah. Is this one? I can explain you later. Maybe. Я смогу объяснить вам позже. Okay. We also have the same valve for swimming pool, for У sand нас filter. также есть подобная система для промывки песчаных фильтров. It's a little bit smaller because it doesn't have blower. Она немного меньше, потому что здесь нет компрессора. And also this means for sand filters, this means a lot because traditionally sand filters always use the six-way valve. А традиционно песчаные фильтры тоже используют шестиступенчатый переключатель. It means that now with this system the sand filter also has a bypass. Таким образом, в этой системе песчаного фильтра тоже есть промывка обратным током. And that means that the pump will give more water because there's less pressure loss. Соответственно, потеря давления меньше и поток воды будет больше. Or in case if you have a variable speed pump like in В Teleflow or случае, Blue если у вас есть изменяемая скорость потока, you can pump the same amount of water for вы less energy. можете использовать насосом то же количество воды, но с меньшим давлением. So you can save a lot of wattage energy. Таким образом вы сэкономите большое количество энергии. Also here you can see the touchscreen display. Здесь тоже есть сенсорный экран. You can program how often you want Вы to clean можете the filter. программировать, как часто вы хотите производить очистку. And it will also start and stop the pump. И он также будет включать и выключать насос. Here you can see what I mean with the universal system. This is a S-shaped fitting. Здесь вот вы видите то, что я называю универсальной системой в форме буквы S, And фитинги. the unions you can И блоки, которые вы turn around. можете крутить. And that means that we can make a difference from, let's say, 12 И centimeters таким образом вы можете сделать Up to расстояние между 32. ними от 7 до 32 сантиметров. by turning it. Просто So поворачиваем. the hard distance for the inlets and the outlets Это расстояние между we can change. So we can Можно make it this way or this way. сделать больше или меньше. And that means we can use it on any brand of sand Таким filter in the образом можем market, использовать его с песчаным фильтром любого типа и бренда. as long as it has a side connection. И также у него есть для этой системы должен быть боковой слив. Because there's also sand filters who have the top valve in the top of the filter. Потому что на песчаных фильтрах у нас Then you cannot use it. бывает But we know for any brand, верхние подачи. Pentair, Benke, Palen, whatever brand there is, what's the other one? Astral, you name it. Перечисляет название All брендов. the brands of sand filters. Любые бренды песчаных use this фильтров valve. вы можете использовать этот клапан. It also comes with a support because it's much bigger than the normal valve. Он гораздо больше по размерам, поэтому необходима дополнительная Aluminium поддержка. support. But you can also remove the valve and put it on the wall Поэтому вы можете закрепить его на стену. because it shouldn't be at the filter. It could also be like this filter. You Он could не take должен быть непосредственно the на valve, стене. Вы put it to the можете wall, взять его, прикрепить к and make the стене pipe work to и the filter. сделать соединение с помощью трубки. so you can also save space И таким образом вы экономите место. because the six-way valve is always connected with special fittings to the filter. Потому что обычно шестиклапанный, But this one we can remove, шестиступенчатый клапан прикрепляется so you could put it непосредственно к насосу. on the wall or somewhere else. А здесь вы можете прикрепить его к стене или еще.
So the same configuration as the bead filter, Та же конфигурация, что и у гусеничного фильтра, but in the sand filter it works the other way around. но в песчаном фильтре он работает по всей протяженности. Water comes in from the top, Вода поступает сверху, the waste stays on top of the sand, сверху песчаного фильтра, and the clean water goes back to и the pool. чистая вода возвращается в водоем. For backwash, it's Для обратной промывки also reverse. Instead of going in from the top, it то же must go in самое, on the вместо того, bottom. чтобы проходить сверху, она идет снизу. So this valve is closed, it has to Поэтому go когда down, клапан закрыт, вода идет вниз, it comes in the sand, заходит в песок, the sand starts moving all песок the waste начинает out, двигаться, and the waste will go to the waste outlet. отходы выходят в специальный слив. And for rinse, И для полоскания, промывки, water goes in the same way, but вода заходит тем же способом, the water goes to the waste. но выходит в сток. And then we go back to filter. И затем возвращаемся в фильтр. Also this one you can program with interval for 1 to 14 days. В этом случае то же самое. Мы можем программировать So you can на wash every до day, 40 every 2 дней. days, every 3 Можем days, every 7 days, осуществлять промывку Up каждый to every 14 день, days. через день, через 3 дня и так далее. and it will start to stop the pump also. И система будет устанавливать насос также. A new filter that we introduced a couple of years ago is the BOC. Новый фильтр, который был введен в эксплуатацию 2 года назад, это Which is this unit, Clear. but it comes Это такой With a- блок, который so the water is pumped in, so you need a pump in the pump. вам нужно разместить насос внутри водоема. The water is divided over 2 ways, Вода разделяется на 2 пути. and then the water comes in Вода входит внутрь on 2 sieves, в два решетчатых фильтра. same as that, Фильтра. but then in plastic. Похоже на тот, что вы видели, но сделано с пластика. And then the water can Затем only вода поступает, go out through the foam cartridge, выходит через специальный картридж. and the cartridge has a lot of layers of foam, Здесь много слоев пены. and it can only go through the foam back to the И вода bottom. может входить через эти отверстия и выходить. So the clean water will come out here Чистая вода выходит отсюда and travels back to the pump. и возвращается обратно в водоем. But the foam is a very effective mechanical filter, Пена является очень эффективным механическим фильтром, but also biological, но и также биологическим, because it has a lot of surface for bacteria. потому что обладает большой площадью поверхности для бактерий. So it's one standalone filter for mechanical and fine mechanical and Таким biological образом, filter. это является один настоящим фильтром сразу для механической и биологической очистки. And for this filter, you only need a pump and a UV, И для этого фильтра вам нужен только насос и And then it's a complete system. лампа, и все вместе они образуют полную систему. so for small ponds, it could be a complete system. Это традиционный фильтр. А губка ручной? The foam you could clean with pressure, water pressure. Промывается с помощью напора воды. And if you add enough bacteria, it Если вы could добавите be almost достаточное количество self-cleaning. бактерий, то оно может быть самоочищающимся. But this you have to clean by hand. This, Сетки вы должны очищать вручную, so the waste will slide down. потому что вся You have to take the waste out. расположится здесь, и их нужно будет смывать. But when you don't clean it, the water will fall over. Если вы не будете их промывать, то вода будет Otherwise, it will сливаться go over the edge of the filter. поверх. So there's a lower space, but then the water comes in unfiltered in the foam. Тогда она будет поступать неотфильтрованная в губчатый фильтр. So then you need to clean the foam. И тогда вам придется больше With the pressure. чистить больше давления в губчатый фильтр. So it's a complete unit. You have a waste outlet with a valve, Здесь есть выходное отверстие для воды 2 pump inlets, and a 110 mm outlet. и 110 миллиметровое отверстие для выходное отверстие.
In the same model of filter house, В той же самой модели кожуха для фильтра we have what we call the clover leaf filter. здесь располагается такой же клеверный, так называемый клеверный фильтр, 4-лепестковый. And it is a complete system Это тоже законченная самодостаточная система with 4 filter с chambers. 4 резервуарами, камерами, фильтровочными камерами. The first chamber is mechanical filtration. Первая камера это механическая фильтрация, Second is the black matala. вторая это фильтрующая система Матала, Matala matting, yeah, it's plastic fibers. черные фильтрующие маты используются. Third chamber is green matala. И третья это зеленые фильтрующие маты. And the fourth chamber is the same foam cartridge. И четвертая это таким же, тем же самым губчатым фильтром. And this system can take care of a much bigger pond, of course, than only the Такая big. система, с помощью такой системы можно обрабатывать водоемы гораздо большей площади. So water comes in on 110 millimeter. Вода поступает через отверстие 110 миллиметров. Then every chamber has 2 times 90 millimeter. Затем у каждой камеры есть отверстие 2 раза по 9 миллиметров. And then it goes back out И, 110 millimeter. и выходит она из отверстия 110 миллиметров. So in this system you only need a pump and a UV. Вам к этой системе, для законченности этой системы вам нужен насос и ультрафиолетовая лампа. Then the new product this year Новый продукт этого года is the same tank, это тот же самый резервуар, but with a moving bed media. но с движущимся модулем. And this is called the pump eco chip. Это специальный насыпной наполнитель, который называется PumpChip. The picture is not complete because the in and outlet system is not on the picture. Картинка не полная, потому что не хватает еще деталей для этого фильтра. So it's a standalone filter, a complete unit. Это самодостаточный фильтр, самодостаточная система. So it has 150 liter tank. Объем его 150 литров, 9 millimeter air connection. 9 миллиметров отверстия для воздуха, The hose, air hose. для воздушного шланга. And in the bottom it has a air stone. И на дне выходное отверстие для воды. You can go to the next slide. I can show you what it has here. So there's an air stone here, Вот. and the air stone goes up to the top. Воздух поднимается наверх, So water comes in on 110 millimeter. вода входит, There is a system that holds the bio chips inside. вы кладете эти PumpChips внутрь, They are 1 centimeter in diameter. 1 сантиметр диаметром. So there's a filtered screen pipe that holds, Здесь специальная фильтрующая трубка like с отверстиями, like the Dirty Harry filter we had. как фильтр для очистки, который мы рассматривали раньше. So the water comes in here. Inside is 14 liters of the media, Внутрь вы размещаете эти PumpChips, and the air will move it all around. и с помощью воздуха будет осуществляться циркуляция этих частиц, The water can go only out и here. вода может выходить только сюда, в этом направлении. So, 14 liters 40 литров, is about 50 square meters of 40? surface. 14. 14 литров чипсов обрабатывают около 150 литров воды. Имеет около So 50 meters 50 square meter квадратных per метров. per cubic liter water. 50 воды. So it's very high. This material itself has 3,500 square meters per Этот cubic. материал сам по себе имеет площадь поверхности 320 квадратных. But the 14 liters
have in total 50 square meters total surface. Ну, полная площадь поверхности этих частиц. Yeah. Yes. Yes. Green color. Yeah. Especially for, Each chips, each Long question. they are made especially in green for Они специально сделаны зеленого цвета для the same technology. продуктов. Та же технология. So I can tell you something more about the media. Well, you can show the. So the pond, EcoPond chip, Итак, чипсы Экопон is a medium that comes from professional wastewater cleaning. сначала были предназначены для профессиональной обработки источников. But it has a special color for the pond. И они имеют специальный цвет для прудов, зеленый. So the surface is 3,500 square meter per cubic meter. На кубический метр площадь их поверхности 3500 метров квадратных. And if you compare it to the standard Caltness И type, если мы сравним это с традиционными биокольцами, it's 5 to 7 times more. их площадь поверхности в 5-7 раз больше. Furthermore, it's very light, Более того, они очень легкие, so you need very little energy. поэтому нужно очень небольшое количество энергии, чтобы их перемещать. So normally you need air, Обычно вам нужен для этого воздух, but you need a lot less air than for normal big но для них нужно chips with гораздо rings. меньше воздуха, чем для традиционных биоколец. So you can move them only with water if you want, Вы but also, можете перемещать их только с помощью воды или воздуха. and here you see comparison. А здесь вы можете сравнить. This is protected surface. Это площадь защищенной поверхности. And it's important to know the difference between protected and total surface. Вы должны понимать разницу между защищенной и поверхностью и просто поверхностью. So if you have this as a bio medium, Например, вот if this is moving in the water, если это биологические this is not protected. частицы, они двигаются в воде, они не защищены. Bacteria are not growing on this part Бактерии because, не растут на этой поверхности, потому что они постоянно трутся. but inside it's protected. Но внутри эта поверхность защищена. This is a simple explanation of Вот it. простое объяснение разницы между защищенной и незащищенной поверхностью. So Caltness, K1, K3, Caltness Biochip, KNS, Helix, all these wastewater media, they Все are эти средства очистки источной воды, around 500, они 1200, от 5 до 8, but the EcoPond chip, в смысле 500 до 800, и 3500. у чипсов Экопонд эта величина достигает 3500. So the reason it's so successful is that the total surface, because it's only 1 millimeter thick, Почему они так успешны? Их толщина всего and if you look at it, несколько миллиметров, но если вы посмотрите сквозь них на свет, there are some holes in it, там есть некоторые отверстия. but it's air bubbles, Это пузырьки воздуха. and so they make a solid piece of pipe. То есть они представляют собой твердую часть трубки. And they inject air, И если вы выдуваете в них воздух, so you create a foamed pipe. And then they slide it in 1 millimeter pieces. таким образом делают тоненькую трубку и потом нарезают их колечками. So that means that the holes can go half a millimeter wide, deep. И эти отверстия, их диаметр до половины миллиметра, But on both sides. но с обеих сторон. So that's why you have so much surface, because you can Поэтому use. так много у них поверхности, которые может быть использованы. So this is a microscopic picture, Это 100 times large. поверхность этих чипс под микроскопом. Также вы можете видеть при стократном увеличении. The color is the depth. So the blue is not deep and the red is very deep. А то, что выделено красным, это очень глубокие отверстия. And this is the space where the bacteria can live. А это как раз пространство, где бактерии могут жить. But they will not be scratched off when it
И они не Only будут this surface is scratched, э, but not the whole. тереться друг об друга, So that's the high protected area. и поэтому это высоко защищенная поверхность. So it's very smart to make it this thin. Поэтому это было очень грамотным решением сделать это. So it's easy to move. Им And it gives a легко lot of перемещаться, surface. и поверхность очень большая. All right, then for swimming pools, А что касается бассейнов, company Blue Lagoon и is она будет inside. проходить очень близко к ультрафиолетовой лампе, потому что там находится внутри. And this is also important because UV can also be this distance from the lamp. И это тоже очень важно, потому что важно расстояние от лампы до частицы. In a normal UV lamp, the water can travel on the outside of the lamp. И вода может перемещаться из внешней стороны от лампы. And then the intensity is much smaller. Просто интенсивность будет гораздо меньше. But in this one, you must go inside Но в этом случае вода filter должна pipe, поступать непосредственно so the water will be в фильтр. this close to the UV. И вода будет проходить очень близко к ультрафиолетовой лампе. So then only clean water can go out, Поэтому только чистая вода сможет выйти через эти отверстия 50 микрон, and this is returned to the pool. и она возвращается обратно в водоем. There is a touchscreen controller, the same as we saw on Есть the other one. сенсорный контроллер, похож на тот, который мы только что обсуждали. Three-way valve, Трехступенчатый клапан. and the return valve, the same as we use for the heat filter and the blower. Обратный клапан похож на тот, который мы рассматривали. So what happens during backwash? Что происходит во This is время first, обратной промывки? this is oh, I made a mistake. How do we say? It's on the screen. Okay, no, let's go to the red, the black wash. Yeah. Yeah. So when the filter wants to clean, Когда мы хотим промыть фильтр, the pump stops, насос останавливается. and you can do it manually. Вы можете делать это вручную. We'll do it at least once per day. Это нужно делать хотя бы раз в день. Or when the flow switch has no flow, Или это делается, когда уже не может открываться клапан because входной, the water is so dirty, потому что вода так грязная, then it will start automatic. что он остановится автоматически. So it stops the pump, Итак, насос останавливается, and this valve is closed. Normally и этот it's- клапан закрывается. the water goes in, Обычно вода поступает обратно в водоем, so then this valve is closed. и теперь этот клапан закрыт, But now it opens this way, so и теперь он открывается в другую сторону, and the blower starts to blow air on the и inside, компрессор начинает вдувать воздух внутрь, and the air pushes out the и waste. воздух выдувает все отходы And it can go наружу, only out to waste with this valve. и вода выходит только через это сточное отверстие. So then it goes to the rinse mode, one slide further. Затем мы переходим в режим полоскания. And then the pump rinses out the waste. Насос вымывает остатки отходов, And this process is repeated. и этот процесс повторяется. So we start with air, then water, then air, Вода, воздух, вода, воздух. and then air. И затем опять воздух. 5 steps. 5 этапов. And then it goes back to filter. И затем возвращается в режим фильтрации. This closes. Этот клапан This закрывается, one closes this way again. этот клапан закрывается в And эту it starts the сторону, pump. и запускается насос. And with this system, you can control a pool up to 60-70,000 liters. А с помощью этой системы можно контролировать воду в водоеме до 7000 литров. But you still need Бассейны, disinfectant in the water, like chlorine. тем не менее, все равно нужна дезинфекция, например, с помощью хлора. But you can reduce the amount of chlorine Но вы можете уменьшить количество используемого because the хлора, UV will take part потому of что the disinfection. ультрафиолетовая лампа возьмет на себя часть дезинфекции.
Also, it's a very compact system. The pipe is this big. Также это очень компактная система. Насос примерно такого же размера. Вы можете прикрепить его на стену, например. Yeah. So it has two pipe clamps. У него есть две клеммы для крепления трубки. You can attach it to the wall. Можете прикрепить ее на стену. So it's much smaller than the sand Гораздо filter. меньше, чем песчаный фильтр. And one of the biggest advantages of this system Один из наибольших преимуществ этой системы is that you don't need a high pressure pump является то, что вам не нужен высокомощный like a swimming pool pump. насос. So you could do it with a pond pump or Blue Lagoon Вы можете использовать Blue Eco насос pump, любого типа Blue Eco or an IntelliFlow and low speed. или насос с низкой скоростью. And by lowering the pump speed, we also lower the consumption, the power consumption. А когда вы понижаете скорость всасывания воды, вы также уменьшаете потребление энергии. And that means we can now filter 24 hours per day. И это значит, что вы можете осуществлять фильтрацию 24 часа в день. In a swimming pool, normally we use 6 to 8 hours per day filtration. Обычно в плавательных бассейнах фильтрация проводится в течение 6 часов в день. The only reason we do that is the Единственная energy cost. причина, по которой мы это делаем, это стоимость потребляемой электроэнергии. Because swimming pool pumps, they cost 1 or 2 or 3 kilowatt. Потому что насосы для бассейнов обычно потребляют от 1 до 3 киловатт. And with this system, we can go down С помощью этой системы мы можем уменьшить 200, 300 энергопотребление до 200. That means that if we run it 24 hours per day, Означает то, что если мы будем запускать ее на 24 часа в день, it's still costing less energy than a normal pump. все равно ее энергопотребление будет меньше. But everybody knows if you filter the pool every hour, Но все знают, что если вы производите фильтрацию каждый час, the water quality will be much, much better. качество воды будет гораздо лучше. Because in the hours the pump is not working, Потому что если насос какое-то время не работает, there is no circulation, нет циркуляции воды, so no chlorine соответственно, не spreading. хлорируется, не распространяется хлор по всей So поверхности, the chance of creating и bacteria, шансы возникновения новых бактерий and also for covers, увеличиваются. Также что касается you поверхности, need circulation because they get too warm. чтобы она не перегревалась, поверхность воды If you have the нужна solar циркуляция. Solar deck, the panel, the cover on the pool, Чтобы не было специального солнечного покрытия на they become very warm, so you need to circulate. водоеме, и которое становится очень теплым. And this is totally made of 360 stainless steel. Изготавливается из нержавеющей стали 316. Also the screen pipe inside. Также здесь есть трубчатая решетка внутри. And it has a brand new technology of UV lamp called SmartCap. И используется новая технология с ультрафиолетовой лампой. And SmartCap technology Технология называется Smart Cap. is designed for Blue Lagoon exclusively. И она была разработана эксклюзивно для компании Blue Lagoon. Blue Lagoon company is in the same city as Philips. Blue Lagoon компания находится And they work very в том close. же городе, что и компания Philips, и они работают очень близко, They сообща, work together. вместе. Yeah. And Philips designed a new technology Philips разработал новую технологию, where the lamp в которой has two safety switches. у лампы есть два переключателя безопасных. One when you insert it in the fitting, Один при подключении к фитингу, and one in the side. и один внутри. So when you take the lamp out, И когда вы вытаскиваете it stops лампу, working. она перестает работать. So you cannot look into the light. Соответственно, вы не можете смотреть на свет. In the future, they can also implement technology in this fitting, В будущем они планируют также применить технологию для фитинга, and then they could read out how many hours the lamp has worked, how often it's switched on off. и таким образом они смогут считывать информацию, как долго работала лампа и как много ресурсов осталось. But
That's not included now. We can do it in Сейчас the эта future. опция не включена, мы собираемся это делать. Они собираются это делать в будущем. For now, it's mainly the В safety. настоящий момент они сделали So it must make contact with two connections, безопасный контакт otherwise it doesn't work. для лампы, в противном случае она не работает. Aquaforte also has their own line of filter pumps. Компания Aquaforte также обладает полной линейкой погружных насосов. Although we cannot use the name Ecomax anymore, Таким образом, можем не использовать Ecomax больше. they are now called Aquaforte pumps. Теперь они называются Aquaforte. So we have O series, Есть серия O, similar to Oase, M series, M серия, P series, the high power, P серия and the с high flow. давлением и high, This is strictly for water movement. High flow. специально для перемещения воды. So like for aquaculture or big ponds, this Специально для промышленного a использования. lot of flow, Здесь очень большой поток low pressure. и низкое давление. Also we introduced a new floating skimmer this year. Также мы хотим представить плавающий скиммер в этом году. We already had a skimmer of 160 millimeter. У нас уже был скиммер где-то 60 миллиметров. This one is almost 200 millimeter Этот около 200 миллиметров with 110 millimeter pipe connection. с соединением 110 миллиметров. And we have a basket, И также у нас еще есть специальная корзина, which you can use or not use, depending if you have a sieve, you don't need it. которую вы можете использовать или не использовать. Если у вас, например, сетчатый фильтр, But if you have- она вам не нужна. Other filters you can Но use. если у вас есть другие типы фильтров, вы можете использовать ее. And they are very easy to install. You only И need их очень легко устанавливать. a piece of 110 millimeter pipe, Здесь есть трубка 110 миллиметров, and this fits directly on top of it. и она устанавливается непосредственно наверх. One back. Back. Yeah. One back. So small repeating of today's presentation. Небольшое повторение сегодняшней презентации. Question? Вопрос? So here you see exactly 110 millimeter pipe, Вот вы видите как раз здесь 110 миллиметров труба, and you create a nice suction of the water surface, и вы устанавливаете хорошую поверхность для воды. and especially when you have sieve without the basket, И you если у can, вас есть сетчатый фильтр you без can take корзинки, big leaves in one piece into the filter, вы можете отделять плавающие листья especially in при autumn. попадании в фильтр. Otherwise, in Особенно autumn, осенью. this takes 5 minutes to drop. Осенью 5 минут, и корзинка будет If the leaves are заблокирована, falling, если листья падают. it takes 1 hour and it's blocked. Если они падают, то это 1 час. Then we have a new product, for us a new product. It's already a very well-known product, one more. И еще один новый продукт для нас, It's called the H-trap. который называется H-Trap. And H-trap is a horsefly trap. Это ловушка для слизней. And everybody probably knows the horsefly, also in Russia. Я думаю, что все вы знаете, что They это. can sting very hard. Которые кусаются очень Get больно. Bumps of it. И потом остаются большие следы. The reason that we sell it is that for pools and for ponds, swimming ponds, Причина, по которой мы их продаем, это то, что их много очень в пруд. they like warm skin. Им очень нравится теплая кожа.
So when there are no horses but people, they go to the people. Если нет лошадей, но есть люди, то они притягивают их. And what they discovered, the company who made the H-Trap, they discovered that horsefly, they stay in a certain area. А что обнаружилось? Что слепни обитают на какой-то определенной территории. They do not migrate. They stay in a Они не certain мигрируют. area. Они остаются на определенной территории, They put eggs in the ground where it's moist. откладывают личинки в землю. And with this system, И с помощью этой системы you can reduce the вы можете total уменьшить общее population количество популяции 90 to 95% до 90-95% in a few years. за несколько лет. And the reason is this. И причина заключается в этом. This is an inflatable ball, Это продуваемый шар, надутый шар, and it's black. и он черного цвета. So it becomes warm in the sun. Поэтому он нагревается хорошо на солнце. And horsefly has heat vision. И слепни обладают тепловым зрением. It's like night vision for the military, but so they see only colors. То есть они видят только цвета. And they look for the red, the warm И они color. ищут красные и теплые цвета. So for them, this looks like a horse. Поэтому для них это выглядит как лошадь. Запах лошади. Or a cow, or Или корову. people. Или людей. But it's for them. They see red spot. This is Они warm. видят красные I wanna go цвета. Для них это теплое, они хотят So they fly to the ball. Поэтому они подлетают к этому They sit on the шару, ball садятся на него, and they try to sting. пытаются ужалить его. And then they see it's not real. И понимают, что это нереальный объект. But they only can fly vertical. Но они могут летать только вертикально. So when they see it's not good, they fly up. Поэтому они взлетают, когда видят, что это не And they are подходит для trapped них. in И this они попадают в net. эту ловушку, в эту сетку. And they fly up. And then Они we have, вылетают до верха, there's a plastic container. и там есть пластиковый контейнер, And they will stay there. They и cannot они escape. остаются там, они не могут выйти. Because they can really only fly vertical. Потому что летают They только cannot fly вертикально, this way. They can only like helicopter. как вертолеты. So this will control the flies, and every fly that is gone И will not каждое be replaced. насекомое, которое туда попадает, оно не будет ничего изменяться. So that means that within a few years you can Это означает, что reduce через несколько лет мы уменьшаем 90-95%. популяцию на 90-95%. because they stay in the same spot. Потому что они остаются на одном и том же ареале. So simple but effective. Просто, но эффективно. Okay, let's go to the next part. Yes. Blue Lagoon, as I already told you, is a specialized pool company. Компания Blue Lagoon специализируется на прудах и водоемах. And until now, all UV systems were made of stainless steel. До настоящего момента все ультрафиолетовые лампы изготавливались из стали. But since the swimming pools can also use salt for making chlorine, Но так как в плавательных бассейнах содержатся соли и хлор for salt electrolysis, like для the Swimming электролиза, the amount of salt can sometimes affect the stainless steel. количество солей может оказывать влияние на сталь. Also, the water quality can still affect the stainless steel. Although it's stainless steel, if the water quality is not good, it can start with a very small Также нержавеющая сталь может начаться процесс коррозии или появления ржавчины под воздействием каких-то веществ, содержащихся в воде. То есть ее состояние очень зависит от качества воды. So for this reason, they made special saltwater UV. По этой причине они создали специальные ультрафиолетовые лампы предназначенные для морской воды. And it's made of a special white UV resistant PVC. И они создали его из специального белого стойкого к морской воде поливинилхлорида.
and the PVC is it's white, but when the lamp is working, it becomes like a big yellow lamp. It gives a lot of light. Сам по себе этот корпус белого цвета, но когда начинает работать с ультрафиолетовой лампой, он становится похожим на работающую лампу желтого цвета. So it's very easy to see if it's working or not. Поэтому легко понять, работает ли лампа или нет. Also new, and we use the technology also for other lamps, is the flex outlet. Также новой технологией является гибкий выход. Normally we use inlet here, outlet Обычно there, мы используем такого типа вход и выход для воды, like here, как, например, здесь. inlet here, outlet there. Вход здесь, выход там. But when you install it horizontal, Но когда вы устанавливаете ее горизонтально, you always have to make one connection вы должны 90 degree. все время подключать одно из подключений под углом 90 градусов. And that makes extra power loss, И pressure loss. теряется давление. So with this one, we have a union. You can В turn этом around. варианте есть специальный блок, который можете вращать. For instance, you can put it vertical Например, вы можете поставить его вертикально in the corner на углу and make a 90 degree outlet. и сделать выход под углом 90 So you градусов. put a 90 degree fitting on it, Вы ставите специальный фитинг, and you can go 360 degrees. и вода Any может direction. перемещаться под любым углом. So inlet could be like Вход может быть здесь, here. Outlet can go straight выход back, может пойти ровно в другом направлении, but also you can make connections но with two также lamps. можно сделать соединение с лампами, So двух ламп, inlet, outlet, например, вход-выход, inlet, outlet, вход-выход, or this way. или в этом направлении. So you can make very Поэтому вы можете flexible делать connections. очень гибкие связи. And this technology also uses the Philips Smart Cap. И эта технология также используется в компании Philips. For ponds, the company Xclear Компания Xclear has made a new lamp сделала similar, новую ультрафиолетовую лампу, only this one is made of aluminium только здесь трубки сделаны из алюминия and it has the same flex outlet. и такие же гибкие входы-выходы. So you can make the same flexible connections. Те же самые гибкие соединения, что и предыдущие. And this one we make in 3 versions, Эта лампа производится в 3 вариантах. 18 and 36 watt 18 и 36 Вт, in PL лампы модели PL or 75 watt T5. или модель T5 75 Вт. And this is available in April. Они будут доступны в продаже в апреле. Another very nice, exciting product for water treatment is Еще один продукт хороший для очистки воды, the ozone reactor. озоновый реактор. And as far as I know, this is the first ozone reactor that can be put below water level. Насколько я знаю, это первый озоновый реактор, который может работать под водой. Normally it should be pump fed above the water line, Обычно он должен находиться над уровнем воды. and most protein skimmers slash ozone reactors are very high, 2 meters. or Обычно more. такие подобные реакторы располагаются очень высоко. So this one is only 1 meter high, 1 meter 15. Он, высота его 1 метр. So this big. It has we have 2 versions. One И у нас есть две версии, две модели. 160 millimeter and 250 millimeter diameter. 116 миллиметров диаметром. So one can do up to 10,000 liters per hour. Поток можно увеличивать до 10 кубических метров в час. And the big one can do 20,000 liters per hour. Модель, увеличенная модель использует до 20 кубических метров в час. And the way it works is as follows. Как он работает? Water comes in the top. Вода поступает здесь сверху. In here we have the venturi. Здесь есть трубка вентури. The same venturi we use for the pump for Ту же water самую трубку вентури мы используем because there's в водоемах. holes in here, Здесь есть отверстия, so it sucks in air. и они всасывают воздух. So
So the water pressure comes in. А вода под давлением входит сюда. Inside the venturi is a stainless steel Внутри трубки Stream. располагаются экраны из openings, стали. stream. And so you create a lot of air bubbles. Здесь создается очень много пузырьков воздуха. So the ozone, you need a very small air pump, Вам нужен небольшой a small ozone generator, генератор озона. and the ozone goes into this Озон ozone входит, inlet, здесь специальный вход. and it's connected to this И venturi. он соединен с этой трубкой Вентури. So water comes in, air Вода goes in, поступает сюда. and here the ozone is И injected. сюда поступает озон. And a disadvantage of ozone is that you have rest ozone. И эффект такой, что у вас получается избыточный озон. That means that not all the ozone goes into the water, but it will be Означает то, here. что не весь озон поступает в воздух, в воду, некоторые остаются над поверхностью воды. But with this system, you keep reusing the ozone. И внутри этой системы вы повторно используете озон. So it makes a much more effective use of ozone. И в этом заключается наиболее эффективное его использование. Normally, rest ozone must escape, Обычно излишний озон должен удаляться из but системы, here но it's здесь recycled. он перерабатывается. So then the air bubbles go in, Итак, пузырьки поступают внутрь, and of course the bubbles can only go up. и, конечно, они могут подниматься наверх. And the reason we can use it underwater level И причина того, что мы используем над уровнем воды, is a air valve, это поток, клапан для воздуха. because otherwise it would be totally filled with water. В противном случае весь резервуар был бы наполнен водой. But here is a floating device Но здесь есть такой поплавок with a rubber, с резиновой крышкой. and when the water level goes too high, И когда уровень воды поднимается слишком высоко, it stops он останавливает, because it cannot go out. потому что не может идти The air дальше. comes in, so the air bubble becomes bigger again, И опять пузырьки and опускаются, it keeps doing that. и становятся больше, и продолжается этот процесс. So that's why we can use it below water level. Поэтому мы можем использовать его ниже уровня воды. And the contact time of the air bubbles И is very время big. контакта с этими пузырьками оно достаточно велико, The bubbles will stay up, потому что они будут продолжать подниматься вверх. but the water can only escape Но totally in the bottom. вода, тем не менее, может выходить только через And it вот goes back to этот the pond. поток и возвращаться в обратно в водоем. So it's a very effective Это system очень эффективная система. and relatively cheap И достаточно относительно дешевая compared to professional ozone в systems. сравнении с профессиональными озоновыми системами. Did we fix the movie card? Do we have a movie? Oh. I made a movie, but in the presentation I switched it, but it's not easy to see here. I use the camera in the wide way, and you can. Вот большой фильм, но Oh, sorry. не получается его перевернуть. But I tried to show you here. This is the air outlet with the rest ozone, Вот отвод для воздуха. and here you see the air. Здесь вы видите пузырьки. Here you see the air bubbles. Вот пузырьки воздуха. It was not meant for presentation. It was only. Это не было предназначено для Internal video. презентации, это просто внутреннее видео. And we use a very small pump, 10,000 liter И pump. мы используем очень маленький насос. But you see how much air goes Но in. вы можете увидеть, какое большое количество воздуха поступает внутрь. Only with air and water. Только воздух и вода. And the 10,000 liter pump gives И this much тут of 10 water. тысяч литров воды. So it's still 7,000 liters of water probably. Ну, здесь примерно 7 тысяч литров. Okay. Good. So you cannot only use it underwater, you can use it horizontal Здесь on the water. использовать его горизонтально на воде. Very special Не thing. обязательно. Okay.
some new product in pond Еще один новый продукт для Installation водоемов, для изоляции, is the для flex установки водоемов, board. мягкая лента. And it's not new in the business, it's new for us. Это не то чтобы новый продукт в этом промышленности, а новое для нас. So it's a recycled pole. Это лента из переработанного It's made of материала, recycled polyethylene and polypropylene. из ПВХ или полиэтилена. And you can use it with the flex board, which is 13 centimeters high. Вы можете использовать ее And 6 до millimeter thick. 13 сантиметров высотой. It comes in rolls of 25 meters. Она продается в рулонах по 25 метров. And you can use it for making borders between the grass and the sand. Ее можно использовать для установления границ между травой и песком, например. But also you can use it for the edge of the pond, for the pond liner. Либо для отделения You can put it around, водоема. so you can make it connection with a stainless steel screw. Крепится она с помощью специальных And then you колышков. can put the pond liner over the edge. И таким образом можете загибать эту ленту по разным формам. So when the rolls is 25 meter long, Длина рулона 25 метров. and every half meter, 50 centimeter, you should put a pole. И при использовании колышков устанавливаете их каждые полметра. Okay, then last year we did a presentation for some people who were here on Sugar Valley В products. прошлом году мы делали презентацию для некоторых людей, которых я вижу здесь сейчас, по продукции компании Sugar Valley. Sugar Valley has specialized in Западная pool долина. control systems, Она специализируется на системах для водоемов but this year и бассейнов. they made some very interesting changes to their system. В этом году они изготовили новые интересные системы. В прошлом, In the past, you should order at Sugar Valley if you want pH, redox, например, salt, если вам нужны chlorine, датчики pH, кислорода, And it should хлора be- и так далее, already installed. они должны быть уже установлены. Now you can start with the basic unit, Сейчас вы можете начать с основного, and you can just add the pH sensor. с обычной установки и добавить туда сенсор. So you buy the pH option, Например, вы покупаете опцию and pH датчика, it's like a chip. и он выглядит как чип, It is inserted in the и он unit, вставляется в этот блок and then it has pH. и показывает pH состояние. And in the past, it should be built in by a factory. Таким образом он должен быть встроен с помощью на заводе. So you can start with the basic unit, and you say, okay, I То есть want вы можете начать со стартового набора pH option, и добавлять туда опцию pH, кислород, redox option, редекс, salt level, уровень соли, temperature, температура, free chlorine. свободный хлор. So that is possible. Это все возможно. Yeah. So the HydroLife, one slide on. So this is the new look of the display. Новый прибор HydroLife, это новый дисплей. Here you can see it already has the 3 sensor connections. Здесь вы видите 3 подсоединения для датчиков, It has power outlets for dosage pumps. выход для дозаторов. That means if you have the pH option, Например, если у вас есть опция pH, it can turn on the acid to make the water less вы pH. можете подключить его, чтобы сделать регуляцию pH в воде. Mostly it's acid. Most of the time the pH goes up, so you need to control it down. Обычно pH поднимается, и вам нужно контролировать, чтобы опускать его. But it could also be a pH plus water. Но продукт может быть и pH плюс. And the HydroLife works with 3 grams of salt to make chlorine. Этот прибор работает с солью 3 грамма. And it can even work with seawater, so it can use может much more salt if you Он want. может потреблять больше соли, если вы хотите, и работать с морской водой. It has the Wi-Fi Modbus option already prepared, so you can buy a Wi-Fi option also. Вы можете докупить опцию Wi-Fi. But I'll show you in a later dia. Я покажу вам чуть позже.
Yeah, the portable display we already saw. А, The funny thing is that every unit of Sugar Valley has its own color, but also the display comes in the same color. So this has yellow letters. Каждая установка компании имеет свой собственный цвет, но дисплеи они все черные. And the other one, the Aquascenic, for instance, the next slide, is a gray cabinet and it has gray Например, letters. следующий продукт Aquascenic имеет серый цвет. And there's a red unit and a purple unit, and they have their Также own есть, display color. также есть и красные приборы и другого цвета, но дисплей все время одного и того же цвета. Aquascenic, to give you a short introduction to it, last year we did a very extensive talk about it. Aquascenic has two functions. У прибора Aquascenic есть две функции, In fact, it's three. на самом деле три. It can make salt into chlorine, Он может преобразовывать соль в хлор, but it can also work without salt. но он может работать и без соли. And then, if there is enough minerals in the water, Затем, если есть достаточное количество минералов в воде, it can split the water он into может расщеплять H and воду O. на водород и кислород. So it can make H2O2, hydrogen peroxide. Соответственно, процесс гидролиза. It can make O3, ozone. Или он может производить озон It can make OH radicals и радикалы OH and oxygen. и кислород. And those are stronger oxidizers than chlorine. И в данном случае он более сильный окислитель, чем хлор. And next to it, it has copper and silver ionizing. И рядом вы видите ионизаторы медный и серебряный. And the copper and Ой, silver медный и серебряный. will replace the chlorine in the pool. И они будут заменять хлор в So it will kill algae убивают водоросли and bacteria. и бактерии. And if you want to use salt, it can already work with 1 gram of salt. И если вы хотите все-таки использовать соль, то very, он very начнет работать с 1 грамм соли на литр. Traditional salt electrolysis use at least 5-6 grams of salt. Традиционно для гидролиза нужно примерно 5 граммов соли на литр. This one can even work with 0.5 gram of salt. Этот может работать даже с полграмма. Then, instead of using salt or hydrolysis, they have a very basic unit they call station. Есть еще один достаточно популярный юнит, который называется контроллер. It's totally the same. It has all the features, У него практически те же самые функции, but only controls 2 dosage pumps. но он контролирует 2 дозирующих насоса. And that means one of them controls pH, Один из них контролирует pH, and the other one can, for instance, dose chlorine. а второй, например, может дозировать хлор. And that's the redox option we need for that. И еще можно использовать опцию Redox. And so when the redox is too low, it starts adding Если chlorine. Redox становится, Redox унижается, он начинает его добавлять. And the pH, of course, starts adding И, acid конечно же, pH. when the pH is too high. И начинает добавлять соответствующие вещества, когда уровень pH повышается. As I told you, the Wi-Fi Modbus is Я уже available. сказала модуль Wi-Fi, And доступен в данном случае. that means you only can you go one further. So it means that the position of the Sugar Valley unit, Это you must have означает, Wi-Fi это signal. означает о том, что система посылает свои сигналы посредством Wi-Fi. So this is the home Wi-Fi. Вот домашний Wi-Fi. If it's close enough, it's Если okay. они достаточно близко, то это хорошо. But if it's too far away, Но если это слишком далеко, you only need a repeater, то вам нужен еще ретранслятор. simple, cheap repeater. Обычный дешевый ретранслятор. So the Wi-Fi controller is connected to the Sugar Valley, И таким образом модуль Wi-Fi подсоединяется к системе Sugar Valley. and you don't need an app. You don't need an app for a smartphone or tablet. It И only, вам не нужно никакое добавочное устройство для because they use their own web server. улавливания сигналов смартфона, потому что здесь есть Vistapul сервер. You can use smartphone, Вы tablet, можете использовать, PC. пожалуйста, персональный компьютер, because планшет, смартфон. because yeah, one, yeah.
And this is what you see when you go online. Вот что вы видите, если вы ходите онлайн. You have to put in your password, Вы должны ввести свой пароль, and then you see your own Sugar Valley device. и вы видите ваш прибор компании Sugar Valley. It will tell you the temperature, Он скажет, покажет вам температуру, the time, время, filtration, фильтрацию, the light, цвет, pH, pH, redox, редокс and conductivity, the salt level. и уровень соли. And you can all control those options. И вы можете контролировать все эти опции. So whenever you have a smartphone, tablet or a PC, you can control your pool. И если у вас есть смартфон или персональный компьютер, вы можете контролировать свой пруд. But you could also control this. If you install this at a house, you can control that house. If the people call Если вы you, устанавливаете это дома, вы можете контролировать if you have their password, Если у вас есть пароль, you can see вы можете about the видеть pool of your customer. все данные в районе вашего клиента. That was, I think, the last slide. Is it one more? Yeah. Questions? Есть вопросы? Есть вопросы? Нет? Нет. Нет вопросов. Okay. Спасибо большое. I'd like to thank you for your attention. Спасибо за внимание. За то, что он приехал к нам, каждый раз предоставляет нам различные новинки, держит нас в курсе последних достижений, последних, так сказать, трендов в прудостроении, в оборудовании для прудов, для бассейнов. Поэтому огромное вам спасибо. Надеюсь на... Пожалуйста. Да. Да. Канализация, пожалуйста. На здоровье. Мы всегда рады вас видеть. На здоровье. Ну и огромное спасибо всем посетившим нас наш семинар. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.